Сегодня Советский фонд мира, Нерюнгринское отделение, произвело дар картин, иконами это назвать, наверное, нельзя, Казанской православной церкви города Нерюнгри. Уважаемый батюшка, сегодня, вот в эти минуты, перед большим православным праздником Пасхой, Нерюнгринское отделение Советского фонда мира, а ныне называется Российский фонд мира, решили передать в дар живописные картины для православной Казанской церкви с тем, чтобы нам приступить после этого скромного дара большей программы, поскольку необходимо обратиться, видимо, и к горожанам, нерюнгринцам, с просьбой поддержать строительство сооружения храма, с тем расчетом, чтобы наша молодежь приобщались к религии, и тем самым мы могли бы вселять в каждого нерюнгринца, в каждого жителя, молодого человека веру в себя, мир и согласие в себе и во всем обществе. Поэтому примите наш скромный подарок от Советского фонда мира и считаем, что это только начало нашей большой миротворческой работы в городе. Благодарю за такое, говорится, начало для нового города и новые, говорится, успехи. Дай Бог, чтобы наша молодежь хоть немножечко приобрела этот опыт жизненный, который, может быть, наши предки, наши родители заложили в каждом из нас. Дай Бог, чтобы они продолжили наш путь. Находясь в храме, нам сообщили интересную информацию, и вот мы хотим познакомить вас с этой информацией. Нельзя в этом году печь Пасху и красить яйца. Это пускают такую пропаганду баптисты, чтобы не красили людей. Да еще и говорят, что у кого и мальчики будут, и дети болеть, если кто покрасит. Это неправда. Это Пасха не нами начиналась и не нами закончится. И праздник этот такой торжественный и радостный. Мы его всегда, все должны радостно и торжественно встречать. И печь куличи, и печь Пасхи, и красить яйца, и приходить в церковь, освящать, и с радостью разговляться, и кушать, кто, конечно, постился, кто не постился, все. Это суббота Лазарева, а воскресенье называют вербное, то есть приносят молодые побеги из деревьев, какие растут здесь. В данное время лиственница начинает распускаться. Нет, тут тоже есть вербочка. Есть вербочка. Верба, значит, прекрасно. Тут есть вербочка. Значит, приносят и встречают как бы тоже преддверие Пасхи. И вот Господа встретили ученики Его и все жители Иерусалима со всеми, говорится, самыми торжественными растениями, ветвями. Вот постилали свои одежды, как бы торжественно встретить Его. То есть праздник означает, вот, и наш молодой город тоже, я считаю, что нужно всем подготовиться к этому празднику.